Любая мысль и любое знание – это, по сути, электрический импульс, проходящий по сети нейронов в нашем головном мозге. При освоении любых навыков мы проходим 4 последовательных стадии. Как происходит формирование и закрепление навыков? Я разберу на самом простом примере, это на примере вождения автомобиля. Самая первая стадия – это неосознанная некомпетентность. Это когда мы даже не подозреваем, что у нас нет какого-то навыка. На этой стадии связи между нейронами в определенной части нашего мозга отсутствуют. Это когда мы еще в самом раннем детстве видели, как ездят машины, но даже не думали о том, как именно это происходит. Следующая стадия – это осознанная некомпетентность. Это когда мы уже понимаем, что вообще-то мы не умеем что-то делать и пытаемся найти способ освоить этот навык. На этой стадии какие-то связи между нейронами уже появились, но они очень слабые, и импульс от одного нейрона к другому передается с большим трудом. На этом этапе мы уже знаем, что автомобили водят другие люди, и осознаем, что именно мы пока этого делать не умеем. И мы идем в последующем, когда достигаем определенного возраста, идем обучаться вождению. И учимся этому не один день, потому что есть разные правила и техники, которые нам нужно освоить, понять. И вот мы уже на следующей стадии, это стадия осознанной компетентности. То есть мы уже изучили и применяем основные правила и техники, но можем выполнять все только под чьим-то контролем и подсознательным собственным контролем. Нейронные связи уже крепкие, сформировался определенный нейронный путь, по которому проходит импульс, но он еще может соскакивать на другие связи. То есть, когда вы сели за руль, но чтобы переключать передачи, выжимать сцепление, включать поворотник, вам нужна полная концентрация внимания. Стоит немного отвлечься, и все, вы можете заглохнуть, можете не перестроиться в другой ряд, можете поехать на красный свет, в общем, всячески будете косячить. И нужно время и опыт, чтобы наконец перейти от этой стадии к заветной следующей стадии, стадии неосознанной компетентности. Это когда вы уже способны выполнять действия автоматически, легко, быстро и не задумываясь о каждом действии. Это говорит о том, что связи между нейронами настолько крепкие, что они даже покрылись специальным веществом, миелином, которое образует защитную оболочку. Эта оболочка, представьте себе ее как изоленту, и она уже не позволит импульсу перескакивать на какую-то другую связь. Теперь вы будете чувствовать себя вполне комфортно за рулем собственного автомобиля. Вам не нужны ни подсказки инструктора, ни чьи-нибудь ценные комментарии. Вы уже спокойно, параллельно разговариваете по телефону во время движения, автоматически включаете поворотник, в нужный момент занимаете нужную полосу и даже не задумываетесь об этом. Вот поэтому я могу смело сказать вам, что лучшее, что у вас есть, это связи, крепкие нейронные связи. Освоить какой бы то ни было навык невозможно по щелчку пальцев, для этого нужно затратить определенное время. Количество времени зависит от сложности навыка, индивидуальных особенностей вашего головного мозга. Именно то, какие нейронные связи вы создаете и приведут ли они вас к успеху, зависит именно от вас.